Ақа болыр бұхетінің үйірілі түгімдер, курсанерді күндер біздер hem bir. Әне ғорына анаттырған жебіт. Нейға. Хамы аспы жүдіктен аяқ тұтып. Север. Гөт. Араға түтіп. Премиум. Вот такой туристически привлекательной предстает маленькая Кавказская республика Кабардино-Балкария в наши дни. А ведь ее истории были очень горестные страницы, о которых мы долгое время не знали. С этой республикой и одним из ее великих сынов связана история одной давней песни Виталия Андросова, врача, преподавателя мединститута и талантливого мелодиста, на чьих песнях выросли целое поколение якутян. Я больше 50 лет занимаюсь сочинением песен. И, конечно, это тоже процесс творчества очень интересный, но результаты самые неожиданные, самые ошеломляющие. Можно было называть песни, которые известные, выдающиеся, песни, которые исполняли легендарные наши артисты, певцы на больших сценах, песни, которыми надо гордиться. Но среди них есть у меня одна песня, незаметная. Я считаю, что это моя звездная песня. И с годами, уже почти 50 лет прошло. Она написана более полувека назад. Она написана на русском языке. Все меня считают якутским мелодистом. Песни в основном у меня известные на якутском языке. Но для меня самая вот такая звездная песня на русском языке. Вот я почему-то часто в последнее время эту песню вспоминаю. Вообще место песен в жизни людей, роль песни в развитии общества, в развитии как дело, которому ты посвятил всю жизнь. Вот как раз эта песня. Она называется «Цветок на каменной скале». Когда с обидой и печалью я жил на горестной земле, ты снился мне за дальней далью, цветок на каменной скале, чтоб перед пламенем согреться, сдувал я искорку в зале, и вновь к тебе тянулся сердце, цветок на каменной скале. Это 50 лет тому назад, где-то в году 67-м. Случайно прочитал. Тогда книжный магазин был по улице Аюнской. Одноэтажный такой маленький домик. Случайно я приобрел. И у меня была привычка читать на ходу. Ну, школьником я был, читал. И читаю. И там написано: когда с обидой и печалью я жил на горестной земле, ты снился мне за дальней далью, цветок на каменной скале. Автор кто? Автор — депутат Верховного Совета СССР, лауреат Государственной премии, народный поэт Балкарии, участник Великой Отечественной войны. И вдруг у него такие строки: когда с обидой и печалью я жил на горестной земле. Для меня это были совсем непонятные строки. Я не знал, почему такие большие люди грустят, помнят, такие строки пишут. И почему им снятся вот такие цветы. Для меня это было ошеломляюще. И я думал, надо же, поэты чудной народ, такие разные страшные истории выписывать, недовольный жизнью.
Чего не быть недовольным? Все он достиг жизни. 50 лет ему исполнилось. Народный поэт Балкарии. Мне тогда было 17 лет. И я вообще не знал, так удивлялся. Ну, прочитал. Но тот же вечер почему-то у меня появилась, зародилась эта песня. Так в душу запала. И там особенно мне понравился второй куплет этой песни, когда он говорит такие слова. «Кровинкой рдея над туманом, ты не взлетный в тепле, моим остался талисманом цветок на каменной скале, чтоб перед пламенем согреться, вздувал я искорку в зале, и вновь тебе тянулся сердцем цветок на каменной скале». Много лет прошло с тех пор. Я стал известным мелодистом, выступал. Стал лауреатом премии «Комсомола Якутии». Мою песню исполнили на открытии игр доброй воли, на 12-м Всемирном фестивале молодежи студентов в Москве, в Лужниках. Она стала музыкальной эмблемой народов Севера. Тундара, мин тулам тумара, эргичи манхар, энсилерген куяр. Бардар, барам, маткардахар, тамаян, табакамаяна. Ну, казалось бы, для чего еще сам успех для мелодиста? Песни-то поют, друзья, все удивляются. Я стал кандидатом наук. Честь, почет, уважение. У нас в мединститут, я 23 года уже работал доцентом, преподавал, занимался своим любимым делом. И вот однажды нас вызывает ректор нашего института, Пальмира Георгиевна, и говорит: ребята, настают очень тяжелые времена, идет аттестация нашего института. И пошел шумок уже парад суверенитетов заканчивается. Это уже Ельцин второй срок его избрали. Тем более война идет в Чечне. Многие не так поняли эту свободу, эти суверенитеты. Поэтому очень много университетов расплылось, очень много академий, очень много институтов. Вопрос стоит сокращение. К нам едет ревизор из Москвы. Нас ребята идут закрывать, говорят: вы были медфаком, факультетом, так и остались. А мы спрашиваем, почему так пессимистически? Да вот, отправили специально председателем Кавказ, чеченца, доктор меднаук, профессор, член-корреспондент Академии меднаук, проректор Первого Московского мединститута Сеченовска. Очень властный человек. Что он скажет, так и будет. И вот его отправляют тогда, когда принимает министерство решающее положение. Они находят любую причину и закрывают. Это в ней сегодняшнем родной мединститут, где самоотверженно и с полной отдачей работает наш герой Виталий Андросов, является флагманом высшего образования в нашей республике. В прошлом году ему исполнилось 60 лет. Это, можно сказать, институт будущего с очень перспективными образовательными направлениями, с мощным профессорским составом. А вот в том далеком 1998 году над институтом нависла вполне реальная угроза его уничтожения.
В тот грозный для института час его руководство прозорливо решило, что, возможно, настоящее искусство может растопить сердце гордого, несгибаемого кавказца, и организовало вечер дружбы. Я хочу для высокого гостя спеть песню, которую я написал еще будучи школьником. На русском языке. Он на меня посмотрел так, не то что равнодушно, не то что, подумаешь, там сейчас. Я говорю, для меня это напали всю жизнь строки Кайсен-Кулиева. Вот вы же, уважаемый Хасан Аслаханович, вы же тоже горец. Прямо к нему я обратился. Вот для меня самые любимые поэты, национальные поэты, вот, Расул Гамзат, Кайсен-Кулиев, Мустай Карим, Давид Кугультинов, Семен Данилов у нас есть. Я был на юбилее Семена Данилова, и там русские писатели говорили, вот пятерка самых лучших поэтов России. Если они были не просто членами АССР, союзных, они каждый был Чингиз Айтматов. Но они постольку по АССР всего, они всего лишь Кайсен-Кулиев, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Семен Данилов. И он на меня так посмотрел, что такое, я говорю, вдруг начнет какую-то политику. Я говорю, вот так. И мне это запало вот эти строки. Когда с обидой и печалью я жил на горестной земле, ты снился мне за дальней далью. Я тогда не понимал строки, а теперь понимаю. Понимаю, когда я узнал биографию Кайсен-Кулиева. Он тяжело болен, он простреленный легкий. Пуля чуть-чуть прошла рядом с сердцем. Капитан советской армии, он валялся в госпиталях. У него пробитый комсомольский билет, который потом выставили в музее советской армии. Он был удостоен звания Герой Советского Союза, орденоносец. Чудом остался живой. К нему пришли в госпитале даже писатели во главе с Николаем Тихоновым, председателем тогдашнего Союза писателей, и сказали: Кайсен Шуваевич, мы все горды, что советские писатели все мужественно сражаются на фронтах. Вы же без 5 минут Герой Советского Союза. Чудом остались живой. Мы для вас хотели московскую прописку, но, оказывается, нельзя вас прописать в Москве или Ленинграде. Любой город. Мы вас взяли в секретариат Союза писателей СССР. Вы наш самый дорогой коллега. Что можем делать? И он сказал: спасибо, мои старшие русские братья, за заботу. Я польщен. Но я говорю, не могу оставить свой народ. Я разделю судьбу свой народ. Я отказываюсь от всего этого привилегий. Я уезжаю далекий от Казахстана. Я найду свой народ. Перед тем, как уехать вслед за своим маленьким народом в Казахстан, Кайсен-Кулиев побывал на родине, в Верхнем Чегеме, в старинном высокогорном балкарском ауле, где, конечно же, уже никого не застал. С камня на камень то зелен, то ал, ты по ущелью бушуя бежал. Песни, пропахшие горечью гор, я не могу позабыть до сих пор. Ах, мой Чегем, ах, мой Чегем.
травинкой, рдея над туманом, ты невзлеянный в тепле моим остался талисманом, цветок на каменной скале, чтоб перед пламенем согреться, тувал я искорку залил, и вновь к тебе тянулся сердце, цветок на каменной скале. Это мой звездный час. Это судьба меня проверяет, кто я есть в самом-то деле. Или выбрать теплое местечко для себя. Я вроде бы и достоин, заслужил, и честно я это все. Но с другой стороны, мой народ нищет. Мой народ унижен, изгнан, как скот. Там же мои родственники, там же мои аксакалы. Нет, говорит, я не могу быть предателем своего народа. Я уезжаю в свой народ. И на следующий день он разжалованный, лишенный всех воинских званий, боевых наград, без 5 минут герой Советского Союза, под конвоем был доставлен. Вот холодные такие, гористые края. И он до 1956 года работал простым учителем балкарского языка. И вот когда только в 1956 году реабилитировали, целый народ начал возвращаться, он вернулся. И вот он как раз в 1967 году, когда ему исполнилось только 50 лет, в 1967 году, он был уже давно депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом Государственной премии СССР, Балкария, народный писатель Балкарской АСР, Кабардино-Балкарской и так далее, АСР. И я хочу исполнить для вас эту песню «Цветок на каменной скале». Гость сидел, автор смотрел, он встал и подошел ко мне. «Как тебя зовут?» Я сказал: «Виталя». «Ну, это молодец. Это правда, что ли, ты так написал?» Говорит: в 1967-1968 году написал эту песню. А сейчас 98, значит, 30 лет тому назад. И эта песня во мне жила, я этой песней живу, и студентам дает. Я сам так живу, говорю. Как иначе жить? И он говорит: наливай. И он повернулся и говорит: да, у вас преподаватель настоящий. Давай, Виталий, друг мой. А ты, говорит, ты что, кандидат наук? Да, я кандидат наук. И ведущий, я соискателем, это самое, защитил кандидатскую диссертацию. И ты до сих пор рядовой доцент? Говорит: да, я рядовой доцент. А ты что хочешь? Ну, может, профессор, может, заведующий кафедрой. Чего ты до сих пор обычных доцентов хочешь? Я говорю: не знаю, я, наверное, моим коллегам-то виднее, говорю. Я так. Но у меня, оказывается, есть одно желание. Могу я вас попросить? Любое свое задание. Он после огника: давай, скажи, Виталий. Знаете, говорит, я в 1978 году проходил стажировку в военно-медицинской академии. Я преподаватель военно-полевой терапии, участвовал в международных учениях. Сейчас медицина катастроф. Я знаю, что вы один из авторов медицинской помощи при катастрофах. Я своим студентам рассказываю из этих данных, как организовать медицинскую помощь при чрезвычайной ситуации, катастрофах.
вы же завтра встречаетесь с коллективом. Если я эту книгу принесу, вы мне подпишете? Да какие вопросы, Виталий? Я думал, что будет совсем другой вопрос. Я говорю, все, ловлю на слово. Ну давай, все, на пасашок, я туда пойду. Смотрю, а квят сидоры, рот до ушей, уже обступили нашу барную стойку, там ребята стоят. Все давайте, ребята, вот так. Ага. Вот Виталий Андросов, наш знаменитый композитор, мелодист, наш доцент. Ну ладно, на следующий день опять коллектив собрали и сказали, будем ознакомиться с результатом комиссии. Все собрались, смотрю, все понурые. Я тоже собрался, думаю, ну вчера я на втором ряду спрятался, сижу. Там министры заходят, там многие там из директората университета большого, наш Пальмира Георгиевна, Салатов там ученый. Ходит, остановился. А, вот ты сидишь, друг мой. Ну что, принес? Конечно, принес. Ну ладно, сейчас после комиссии подойдешь к нему. И ушел. И мне говорят, что он сказал, ты его знаешь? Ты его откуда знаешь? Да это кто я, спрашиваю. Да это же самый старший человек. Он же остановился, тебя спрашивает. А ты что ему обещал? Что принес-то? Не знаю, а книгу я держусь. Потом стоит, он читает комиссию. Он говорит, наша комиссия всю ночь проработала. Мы тут посовещались. И, в общем-то, решили одобрить. Правильно. У вас дела поставлены хорошо. У вас большие перспективы. У вас преподавательский состав нормальный. Вы можете воспитать достойных врачей. Я подошел к нему со своей книгой. Я говорю, Хасан Аслаханович, ну вот книга. А, Виталий, давай, подпиши. И он подписал моему другу. Это за один вечер, только за одну мою песню. За одну мою песню я стал другом такого большого человека, с такими большими полномочиями. И вот нынче исполняется 25 лет нашего института. У нас 30 докторов наук, больше 100 кандидатов. У нас есть открытие мирового уровня. Прямо расширить. А попробуй 20 лет тому назад. Закрыли бы. Вот это вот песня. Вот мы песни иногда воспринимаем как будто песенка для развлечения. И наши вот артисты выходят, на деньги выступают, на юбилеях, на свадьбах, на различных концертах. Кому-то больше платят, кому-то мало, кому-то какие-то звания. А вот чем измеришь цену таких песен? Когда с обидой и печалью я жил на горестной земле, ты снился мне за дальней далью цветок на каменной скале, чтоб перед пламенем согреться, сдувал я искорку в зале, и вновь тебе тянулся сердцем цветок на каменной скале, чтоб перед пламенем согреться, вдувал я искорку в зале, и вновь тебе тянулся сердцем цветок на каменной скале, цветок на каменной скале.